Такаев помогает активно Путину обходить санкции. Это уже доказанный факт во всем мире. Гоняются товары из Китая незарегистрированные. Через Казахстан проводится реэкспорт тех товаров двойного назначения, технологии, которая позволяет ракетам летать, бомбить Украину. Электронику и все прочее. Это все делает Такаев. Это действительно задний двор, или как мы раньше говорили, задняя дверь России. Вот что такое Казахстан. Все равно санкции к нам придут, какие бы люди ни приезжали, Макрон, еще кто-то, санкции придут неизбежно в Казахстан. Потому что вчера, вот, например, вышла резолюция Европейского парламента. Там четко было написано, что эти страны, там Казахстан в этом списке, Кыргызстан, вы должны понимать, что это мы провели огромную работу, чтобы эта резолюция именно вышла в таком формате. Иначе Казахстан, Кыргызстан никто бы не заметил. Санкции придут. Резолюция вышла, шаг за шагом. Кто бы туда ни приезжал, они будут вынуждены санкции принять, потому что Казахстан действительно задний двор, задняя дверь Путина, помогает обходить санкции. Рост экономики российской происходит благодаря этому. И поэтому продолжается война и гибнут тысячи людей. А это в любом случае западный мир вынужден будет приостановить. И все те, кто помогает персонально, как государство, они попадут под санкции. Мы говорим, что под санкции должен попасть Такаев, Кулебаев и там еще ряд лиц. Персональные санкции. Заблокировать их личные счета, заблокировать их активы. И все люди, которые будут им помогать, министры и так далее, тоже автоматически попадут под санкции. Вот что мы сейчас двигаем. И вот вчера вышла резолюция Европейского парламента, четко было описано, это обращение в том числе Еврокомиссии к правительству, которое должно среагировать и разработать ряд мер, а меры простые, персональные санкции против Такаева и узкой группы, тех, кто помогает Путину. И вот смотрите, помимо всего этого, они договариваются, что через территорию Казахстана газовая инфраструктура будет использована для поставок российского газа в Китай, в Узбекистан. На самом деле Узбекистану там зачем покупать, черт знает откуда, с Ямала через там, тысячи километров тащить российский газ, когда под боком Туркмения. Зачем? Это очевидно маневр, якобы тройственный союз с Узбекистаном, якобы узбеки покупают российский газ, а он им не нужен. На самом деле это маневр, чтобы этот газ пошел по трубопроводу Туркмения, Узбекистан, Казахстан в сторону Китая. Там есть сейчас свободные мощности, свободная труба на 15 миллиардов кубов газа, и эту еще трубу они хотят расширить. Вот что происходит сейчас, чтобы вы понимали. То есть этот человек, Такаев, откровенно сливает нашу страну. Он прямо говорит, что мы были частью Российской империи, и Россия там должна присутствовать и так далее. Вот это она реальность. Маршруты различные организовываются. Все для того, чтобы помочь Путину удержать власть. Промышленные активы уходят, аэропорты сливаются Путину. Это президент, который не просто дал команду расстрелять мирных граждан в январе 2022 года. Он не просто убийца, это не просто человек, который давал поручение тысячи людей пытать. Это человек, предатель наших национальных интересов. Он сливает наш суверенитет. Именно поэтому этот режим не должен быть у власти. Мы их должны отстранить и наказать. Ну вот еще что. Теперь смотрите, мы понимаем, что при Такаеве никаких изменений нет. Я опубликовал цифры инфляции, уровень заработной платы, все прочее. Идет только стремительное ухудшение. Только ухудшение. Репрессии. Ну посмотрите, что этот режим делает. Марат Джаламбаев, известный чемпион, многократный, зарегистрированный в книге рекордов Гиннесса, его рекорды еще никто в мире пока не повторил. И вот этого человека сажают по обвинениям, что якобы он финансировал члена экстремистской организации, участника, там у них член оргкомитета была Жанна Сарсенова, которая вообще близко к нам не имеет отношения. Против нее вообще не выдвигались обвинения, и следователь вместе с прокуратурой занимается фабрикацией, придумывает уголовное обвинение против Марата Джаламбаева. Понимаете? А прокуратура должна следить за законностью. То есть ему искусственно вменяет обвинение, что якобы он финансировал
член, участника ДВК. А на самом деле эта женщина зарегистрировалась как представитель, кандидат в Маджлис. Выборы были 19 марта в этом году. И он собирал деньги, Марат Жыланбаев, собрал для себя, для других и переводил тем людям, которые тоже участвовали на выборах в парламент. И более того, и этих людей, и в том числе Марата Жыланбаева, отстранили, а миллион тенге его и других режим конфисковал. Понимаете? И теперь его обвиняют в том, что, оказывается, он финансировал члены экстремистской организации. При этом не имея никаких уголовных дел, вообще ничего. Представляете, какой наглой фабрикацией занимается правосудие в Казахстане. То есть нет у нас правосудия. Нет. Именно поэтому суд сделали закрытый над Маратом Жыланбаевым. И он требует, он зашил себе рот, он требует, чтобы суд был открытым, чтобы все увидели, что на самом деле происходит. Вот. Но и самое интересное, что в том числе Марат Жыланбаев вменяет, что он общался со мной по Telegram. При этом я сам лично не являюсь экстремистом или террористом. Вообще нет никакого решения суда в Казахстане, вообще в мире нет такого. Да? А при этом наша власть общается с талибанами. Более того, им оказывает помощь в поставке разных товаров, принимает на уровне членов правительства, вице-премьеры, министры. И что отвечает прокуратура, что, или там вот такая записка, да, что ну общается же и ничего такого нет. А решением Верховного суда Казахстана Талибан признан террористической организацией. И вот наша политическая верхушка общается с ними, хотя уже по закону они попадают, должны получить срок до 17 лет минимум тюрьмы. Вот представляете, да? Есть решение Верховного суда, а наше правительство общается с Талибаном, более того, оказывает еще и финансовую поддержку. А здесь Марату вменяют, что он, оказывается, разговаривал с Мухтаром Валиязовым. Со мной много кто разговаривает, включая журналисты, берут у меня интервью, из Казахстана берут. И в чем проблема? Нет никакой законодательной у них возможности привлекать людей за то, что они со мной разговаривают. Вот что происходит. То есть этот человек, я имею в виду Токаева, это по сути дела преступник, предатель национальных интересов, нет никаких реформ, ни экономических, никаких. Никто не сможет назвать, они только единственное, что говорят, что он 5 языков знает. На черта нам его 5 языков, если он страну просто сливает, и у нас беспредел. Но вот, уважаемые друзья, в связи с этим я хотел бы сказать следующее. Я видел сегодня заявление партии «Алга Казахстан». Они объявили, первое, что подали уведомление на проведение митинга в поддержку Марата Жыланбаева и всех политических заключенных. Раз. Они объявили, что подали уведомление, что они хотят Жаңа Казахстан. Токаев же говорит, мы строим Жаңа Казахстан, мы живем в новом Казахстане, Жаңа Казахстане. Ну вот, и партия «Алга Казахстан» подала уведомление о проведении митингов за Жаңа Казахстан. Ну давайте сходу поймем, даст ли согласие Токаев на проведение митингов. Хотя он говорит, что уведомительный принцип. Ну и вот сейчас возникает интересная ситуация. Ясно, что он сейчас попадает в тупик. Если он не даст разрешение на проведение митинга за Жаңа Казахстан, получается, Токаев врал. Он все время говорил Жаңа Казахстан, а тут люди выходят, партия говорит, что давайте выйдем на митинг за Жаңа Казахстан. А он не даст разрешения на проведение митинга. А выясняется, значит, что все, что он говорил, это ложь. Нет никакого Жаңа Казахстан, он не собирается его строить. Это тот же самый курс Назарбаева, улицы имени Назарбаева. Самые богатые люди в нашей стране, родственники Назарбаева, за прошлый год увеличили свое состояние на $1 миллиард. Полный обман. И вот сейчас посмотрим. Не даст разрешения на проведение митинга за Жаңа Казахстан, значит, он разоблачается. Вот у нас есть тот самый старый Казахстан. Даже на словах. Даже на словах. Ну, уважаемые друзья, по судебным делам и по текущей обстановке я все осветил. Теперь другое. Мы должны в свете всего того, что я сказал, добиваться смены режима. Мне говорят, что нужно там на митинг вечером, после обеда, там в таком месте, столько-то мест и так далее. Мы все это учтем. Мы на следующей неделе это объявим. Суть же не в этом. А суть в том, что когда 1000 людей выходят на улицу, тогда все.
этот режим не в состоянии контролировать. У них мало полиции. Вот в этом суть. Поэтому что нужно для того, чтобы люди не просто выходили, чтобы там были организаторы, знали, что делать? Ячейки. Ячейки, ячейки, еще раз ячейки. Сейчас у нас 507 ячеек. Когда мы объявляем митинги, количество ячеек начинает быстро расти. И нет никакого другого варианта застывать, ждать, что когда-то кто-то создаст ячейки. Это не работает. Меня спрашивают, а где ваши ячейки? А где вы? Почему вы не создаете? Ячеек мало, потому что вы не создаете, потому что вы ждете. Вы хотите, чтобы кто-то создал, кто-то пришел, кто-то изменил. Так это не будет работать, уважаемые друзья. Итак, мы на следующей неделе объявим дату митингов. Стратегия очень простая. Я здесь балансирую, отбиваюсь при вашей поддержке, при вашей финансовой поддержке. Второе, мы жмем там в Казахстане, шатаем, шатаем, шатаем больной организм. В итоге то ли печень откажет, то ли ноги перестанут двигаться и так далее. Нужно его шатать, шатать, мы его свалим. И количество активистов должно расти и расти, количество ячеек должно расти и расти. Это гнилой режим, настолько гнилой. Мы сейчас по всем точкам будем давить и нащупаем слабое место, этот режим падет. Вот такой план. Поэтому давайте, уважаемые друзья, не паниковать, в состояние депрессии не входить, не говорить, что у нас народ плохой и так далее. Народ все в целом приблизительно одинаковые. Всегда двигает процесс 3-5%. Лидеры. 3-5% для нашей страны это 600 тысяч-миллион. Это много. Если 500 тысяч выйдут на улицу, все, этого режима не будет. Не спасут ни пушки, ни танки, вообще ничего. И Путин не спасет. Никто не спасет. Путин тем более завяз сейчас в Украине. Поэтому давайте двигаться. По судебным делам я все пояснил. Депортации, они еще будут долго со мной бороться. Еще неизвестно, куда они будут двигать. Я буду все это освещать. И если будет финансовая поддержка, мы все сломаем. Абсолютно все сломаем. Алга Казахстан.